Следующая, вторая посылка пришли вот такие весы электронные. Они максимум на 40 килограммов, вот на таком крючке. Они оснащены вот такой держалкой, ручкой из ткани, но довольно-таки очень прочной. То есть я пробовал оторвать, ничего не получилось. Работает она от двух батареек мизинчиковых, 3 ашки. Потом вес самого устройства 72 грамма. Длина у нее 8,5 сантиметров, вот если вот так взять. Ширина 5 сантиметров и толщина где-то около 2 сантиметров или чуть меньше. Так, заказывал я ее 29 апреля, добралась она до меня за 22 дня, покупал за 140, ну где-то за 149-150 рублей. В данное время этот товар стоит 156 рублей в связи с подорожанием курса доллара. Если бы купили вчера, оно было немного подешевле, чем за ту стоимость, которую я покупал. Сегодня доллар стоит 66 уже с копейками. Так, максимальная нагрузка 40 килограммов, включается средней кнопочкой. Ну, здесь есть 3 кнопки. Первая кнопка — это выбор режима, там килограммы, унции и так далее. Ну, я по привычке, ясное дело, в килограммах будем измерять все. Покупал я для дачи, то есть для картошки. Измерять был старенький советский, но я его потерял. В итоге все измерял на глаз. Ну, теперь уже можно будет, короче, ориентироваться полностью. Именно этим я сегодня проверял вес, насколько она точная. Проверял 6-килограммовую бутылку с водой чистой. Ну, она показала где-то точно примерно столько же, 6 килограммов. Ну, а там и 200 граммов, скорее всего, долили. Это хорошо. Можно вот измерить вот такой фонарик. Он весит где-то граммов 100. Сейчас проверим. Проверяем. Я ошибся. Ну, где-то, да, 70-80. Так, я ошибся. 70-80. Точного я вам не могу сказать. Ну, вот эта швейная машина, которая тоже сегодня пришла, она весит где-то 60 граммов. Где-то 58, наверное. Сейчас. Ой. Да, показывает 60. 60 граммов. То есть точность этих увеличивается. Ну, такие мелкие, конечно, вешать вот такими весами для больших нагрузок не стоит, потому что они будут все равно расхождения какие-то показывать. Но там мешки с картошкой она точно будет показывать точно, потому что здесь стоит хороший датчик. Во-первых, по описанию я смотрел, и по даташиту там чип, микросхему вот этого тоже смотрел. Если разобрать, но я разбирать пока не собираюсь, пока она у меня не сломалась. Стоит какой-то датчик очень хороший, который выше 10 килограммов не ошибется ни на грамм. Вот так. В общем, если интересно, можете попросить у продавца ссылочку на даташит, чтобы посмотреть характеристики микросхемы, характеристики датчика. Очень точные, очень хорошие и, самое главное, недорогие, 150 рублей всего стоит. В данное время 156 рублей, ну где 6 рублей это не деньги. То есть дальше он будет у вас очень хорошим помощником. Берем, ссылочку поставлю в описании, ставим лайки, рассказываем друзьям. Всем пока-пока. Скоро, на следующей неделе, скорее всего, где-то будет еще несколько обзоров. Я жду маски, я жду вот эти пластыри новые для ног, я жду, в общем, около 50-60 товаров, каждую неделю по несколько отзывов будет, поэтому зовем друзей.